между всеми членами общества и разумное руководство землей и ее богатствами. Ведь не зря в священном Коране сам Творец, Создатель, Всевышний Аллаху Табарака ва Тааля сказал: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ля туфсиду фил арды арда ислахиха». И это означает, что Всевышний Аллах требует созидать, защищать и не разрушать землю после ее благоустройства нашим Господом. На определенном этапе истории западной цивилизации философия религии перестала быть источником знания об общественном устройстве, став лишь регулятором персональной, частной морали, а затем и вовсе неким культурным феноменом. Но перед лицом современного кризиса идентичности, кризиса модели развития традиционная религиозная этика будет возвращаться в жизнь общества и приобретать актуальное звучание. И в этом состоит мое глубокое убеждение. В связи с этим важнейшей задачей религиозных лидеров, богословов, духовенства я вижу приложение всех усилий, чтобы ренессанс религиозного сознания и традиционных ценностей не был сужен до границ примитивного, понятного национализма и почвенничества, но имел под собой широкую гуманистическую базу ценностей добрососедства, взаимного бережного отношения к разнообразным культурам и духовным ценностям.